Именно то, что он воин. Он не политик, не бизнесмен, не деньги не делал на это. Он просто дрался, потому что на него напали. Он в последний момент, когда мы расставались, он сказал: ты все видел сам и все прошел. Расскажи людям правду, ты можешь. Добрый день, дорогие друзья, дорогие зрители, слушатели. Это независимый европейский проект НЭП Праг. Сегодня мы встречаемся с нашим другом, которого я бесконечно уважаю. Это чеченский журналист и писатель, человек, который прошел через ад, потому что он был не только корреспондентом, не только журналистом и не только работал в литературной газете, но он прошел войну. И мы уже несколько раз делали с ним разговор и даже ездили к нему в гости в Норвегию, потому что для нас этот человек очень-очень ценен по-человечески, профессионально, исторически, философски, как угодно. Это Микаил Эльдин. Он написал книгу «Небо плакало огнем», которая вышла в Англии, и мы очень надеемся, что скоро эта книга выйдет на русском языке, и вы ее прочтете. Это очень важно. Микаил, добрый день, очень рады видеть. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, Андрей. Давно не виделись, правда. Я по-прежнему храню вот тот нож, который вы мне подарили, и помню ваши объятия теплые. Просто для меня это как-то очень важно, да, потому что, как вы знаете, я вам говорил тогда при встрече, что у меня нет друзей, но сейчас у меня уже появилось несколько человек, и все чеченцы. Это что-то очень странное для моего сознания, хотя у меня в молодости, когда я был, мне было 20-25 лет, у меня был друг чеченец, но потом он уехал, и больше я не встречал чеченцев в своей жизни вот так впрямую. Ну а сейчас вот, видимо, жизнь отдает то, что должна была отдать. Это действительно что-то совершенно другое, это абсолютно другое сознание, другое представление о жизни, другое понимание. Чеченцы — это другие люди. Я ничего не могу сделать с этим, потому что это факт. И причем тут нет никакого национализма, никакого там дискриминации. Я не пытаюсь там принизить сейчас русских или еще каких-то людей. Нет, просто это другие люди, у них другие понятия о честности, о правде, обо всем другие понятия. Мы, Михаил, пытаемся рассказать русским людям, что они натворили. 27 лет, как минимум, Россия ведет захватнические войны. Началось это в Грузии, потом Чечня, потом опять Грузия, потом Украина, Молдавия до этого. То есть это бесконечная цепь захватнических войн. Но самой кровавой, самой страшной войной, естественно, была русско-чеченская война. Первая, и вторая, мы знаем весь этот ужас, который произошел. И вот русские люди живут, и они не чувствуют, не признают то, что они находятся внутри этой войны. Они живут спокойно, они ходят по магазинам, у них там дети, семьи, заботы, может быть, нищета, а кто-то богат. Но они не понимают, что они внутри этой войны, они не чувствуют этого. И наша задача попытаться им хоть как-то, хоть объяснить, чтобы они поняли, а что происходит. И для этого, именно для этого мы хотим разговаривать с людьми, которые помнят и Первую, и Вторую войну, и рассказать о тех людях, которые там в ней участвовали. Участвовали с оружием в руках, участвовали с блокнотом в руках, с фотоаппаратом, с камерой, участвовали с шприцами, с санитарными сумками. Неважно как, но люди же пошли на эту войну. Все пошли, практически весь народ. И народ не хочет об этом думать. Я имею в виду русский народ. Он не хочет, он видит, что другой народ, который, в общем, знаком им, и говорят на том же самом языке, сопротивляется, сражается. До последнего стоит в лесах, сначала в Грозном, потом уходит в леса. Все по телевизору показывают один за одним. Бамут, Шали. Все видно, да? Комсомольская, Самашки. Все это видно. Все это люди видят. И они думают, что ж там такое? Да там бандиты.
мы сейчас там антитеррористическую операцию проводим. Говорят русские, для чего? Для того, чтобы себя оправдать, да, себя просто извинить и не думать об этом, ну, уйти от этого. Это такое долгое вступление для того, чтобы мы пришли к теме нашего разговора. А тема разговора у нас сегодня один из самых знаменитых и один из самых легендарных людей чеченского сопротивления. Зовут его Руслан Гилаев, потом его имя, он взял имя Хамзат в честь своего дяди, да, насколько я понимаю. Это человек, который, в общем, легенда, потому что столько, сколько о нем было сказано с экранов российского телевидения, это было такое страшилка, да, их Гилаевым пугали маленьких детей, пугали старух, стариков бессмысленных, обезумевших в России. И нам очень важно сейчас поговорить с вами, Михаил, потому что вы знали этого человека. Для того, чтобы хоть как-то, ну, мы не претендуем на то, что мы можем исправить историю, но мы должны хотя бы свою часть в эту информационный в этот поток внести, потому что когда открываешь интернет и смотришь Гилаев, да, то там десятки различных поделок. Когда их начинаешь просматривать, для того, чтобы, ну, надо же понимать, что они делают, то понимаешь, там все одна и та же ФСБшная рука, да, то есть там один и тот же ФСБшный писатель, который расставил уже темы, абсолютно те же словесные обороты, абсолютно те же заданные какие-то указания, и вот по такому принципу выставлена основная задача, посыл вот этих всех поделок, которые они делают, дискредитировать имя Гилаева. Сначала, раньше, я просто помню, я жил в то время, они пугали Гилаевым, а теперь они его пытаются дискредитировать. Давайте мы начнем с самого начала, и вы расскажете, как вы оказались у него в окружении, и как все это начиналось. И потом по ходу будем уже задавать вопросы, которые нас интересуют. Спасибо, Андрей, но вообще это по вашему вступлению я бы хотел сказать одну ремарку такую сделать, что исторически русский народ, он не был склонен к войнам вообще. Почитайте свидетельства иностранцев, которые ездили в Россию в 17-18. Вот эта имперская болезнь русским была палкой, железной тростью насажена Петром I. Он их заставил, он просто вбил им в голову вот эту имперскую идею, и поэтому вот оттуда это и идет, в принципе, потому что они никогда не были заинтересованы до Петра I в завоеваниях каких-то земель, им не было это интересно, и они очень неохотно шли на войны Ивана Грозного, когда он на Астрахань шел или на Казань шел. Это такая психологическая ремарка моя. А что касается Хамзата Гилаева, безусловно, есть люди, которые знали его лучше и ближе, чем я, и которые могут намного больше, чем я, о нем рассказать. Но, тем не менее, так получилось, что вы этот вопрос задали мне. Я не был одним из его самых близких окружений, поскольку я никогда не был штабным журналистом. Но так получилось, что обе войны я работал с ребятами, которые находились под его прямым командованием, то есть юго-западное направление. И, разумеется, я его знал, был знаком, встречался с ним, общался. И у меня есть свои наблюдения, которые, в принципе, независимые. То есть я не пытаюсь ни хвалить его, ни хулить. И никогда этого и не пытался, и он никогда этого и не понял бы. В принципе, он такой человек был. Не будучи очень близким к нему, тем не менее, он до конца своих дней сохранял глубочайшее уважение ко мне
И даже когда последний раз мы расставались, эта книга, в принципе, это его слова, которые я написал. Он в последний момент, когда мы расставались, он сказал: ты все видел сам и все прошел. Расскажи людям правду, ты можешь. И понимаете, его еще одно отношение, когда он в Грозном, когда готовились к прорыву, он к одному из своих командиров пришел и сказал: знаешь, в этом городе поэт Бесултанов, твоя задача вытащить его живым. Вот его отношение вот к этим людям творческим, вот единственный человек, которого он поручил своему командиру, твоя задача вытащить его любой ценой живым. Не потому, что Бесултан его друг, брат, сват, а потому что у него было очень трепетное отношение к людям творческим, людям умственного труда. Абсолютно преданный своему народу и страшно всеми фибрами души, не любивший эту войну, человек, который был вынужден воевать. Это не ястреб, это не человек, который мечтает спить с оружием в руках, всегда говорит: о, мы должны воевать, мы должны замочить, мы должны атаковать. Наоборот, он всеми силами пытался избежать войны. Почему он перед Второй войной пришел к Масхадову в правительство? Потому что он надеялся остановить эту начинающуюся войну каким-то образом. Но у него не получилось. Это его слова, когда он говорил, что если начнется снова война, это будет очень, очень тяжело. Мы не можем допустить, чтобы люди гибли еще раз. Смерть каждого для него была как личная трагедия. Люди, которые далекие от войны, думают, что он пошел, там люди гибнут, ему плевать. Тот, кто был на войне, знает, что это значит, когда гибнет кто-то, кто был с тобой рядом. Рассказывать о нем как о боевом генерале, думаю, нет смысла, просто потому, что какой он был боевой генерал, знали все, в том числе его противники. Но рассказать о нем как о человеке, думаю, стоило бы. Я вот смотрю в Википедии, пишут, что у него 3 класса образования. Это человек, у которого безукоризненный русский язык. Я могу судить о грамотности его речи, потому что я сам филолог по чеченскому и русскому языкам. Если я разговариваю на русском с ужасным акцентом, это не потому, что я плохо этот язык знаю, а просто потому, что я пытался одновременно несколько языков учить, у меня в голове все это смешалось в одну кашу. И, возможно, есть такое подозрение, что у меня после пыток родился такой синдром чужого акцента, тоже возможно. Ну, врачи так подозревают, но там нужно очень долгие исследования, чтобы это подтвердить. И поэтому я могу судить о его грамотности русской речи. Он очень четко, грамотно формулировал свои предложения, четко умел изъясняться на русском языке, и причем без слов-паразитов, что редко встречается. Это пишут человеки, а люди говорят, что он 3 класса образования, что он был дважды или трижды судим до войны. Он никогда не был судим, вообще никогда. Это абсолютно порядочный, вообще такой человек, который в чеченском обществе таких говорят, что он как бы не от мира сего, настолько он порядочен сам внутри себя. Для него война, он не особенно был популярен или, там, скажем, не особенно любим теми, для которых война была
средством для достижения каких-то своих политических целей. Я имею в виду и ичкерийцев. Для него война не была целью, политической целью. Для него война была способом выживания своего народа. Разница была огромная между ними. Когда были выборы после Первой войны, один из кандидатов к нему обратился, это его, я от него слышал это. Пойдешь со мной, вице-президент. Он спросил, почему ты мне предлагаешь это? Он сказал, если ты пошел бы со мной, вице-президенты, то юго-западные горцы пошли бы за мной, проголосовали бы за меня. И он говорит, я просто от растерянности, я не знал, что сказать, я просто, чтобы не психануть, я засмеялся. Я сказал, и ты собираешься идти в президенты с таким локальным пониманием политики. Эти люди для меня, чеченцы, с севера, с центра, с востока, запада, с юга, они все шли за нами, гибли, умирали, воевали. Каждый ребенок, который сидел дома и молился за нас, участвовал в этой войне. Это его слова. Это не мы с тобой выиграли войну, этот народ выиграл войну. Без этого народа мы ничего не смогли бы сделать. Ты сегодня, у тебя вот такое локальное понимание. Как ты будешь президентом? Он отказался пойти с ним вице-президентом. Он ушел в отставку с поста вице-премьера. По поручению вице-президента Арсанова я лично ездил к нему, чтобы попросить его вернуться назад на этот пост. Я лично разговаривал с ним один на один. Когда я ему сказал, почему он не возвращается, он сказал, мы обманули людей. Нам нечего дать этим людям. Они этого не понимают. Я сказал, люди же будут видеть всех, кто правильный, кто неправильный, кто какие-то амбиции, свои цели решает, а кто равен. Нет, он сказал. Люди не обязаны разбираться между нами. Для них мы все одни. Мы, во-первых, не объединились вокруг президента. Самая первая ошибка была в том, что у нас не было единого кандидата от всего сопротивления. Это его слова, я ничего от себя не добавляю. А когда в конце концов все равно выбрали президента, мы не объединились вокруг него. Каждый там думает о себе. Я не хочу быть одним из них. Я не хочу быть перед людьми одним из них. Я вернулся назад и сказал, я его послушал, я ему посоветовал никогда не возвращаться. Он еще обиделся на меня, вице-президент. Я тебя не для этого посылал, чтобы... Ну, так получилось. Потому что его аргументы были железные, я ничего возразить не мог. Это такой он человек был. Не было денег, у него не было богатства, не было дворцов, у него не было ничего. Того, чего не было у обычных чеченцев. После Первой войны ему купили домик. Это домик он купил не на свои деньги, ему там друзья помогли. Ну, его тоже разрушили, как и все, что принадлежало ему. Это был человек, для которого война была крайней и самой нежелательной ступенью выживания вообще, защиты свободы. Человек, который всеми фибрами души не любил, ненавидел войну, вынужден был воевать. И в этой связи очень интересно вот такое вот отношение к нему русских офицеров, боевых офицеров. Я не говорю о диванных генералах, ФСБшниках и так далее. Я говорю о боевых офицерах. Начальник контрразведки, военной контрразведки по Северному Кавказу говорил про него. Это слова, которые... Это человек, который слышал эти слова, он мне лично сам их передал. Про него говорил. Это
единственный человек, которого я лично желаю, чтобы он жил долго. Конечно, я военный, я обязан подчиняться приказам, но в глубине души я ему желаю долгих лет жизни. Потому что это в самом хорошем смысле слова патриот своей родины, он только защищает свою землю. Он нигде не был замешан. Ни в воровстве людей, ни в махинациях, ни в политике. Он не пытал и не расстреливал пленных. Это его слова. То же самое говорил один боевой офицер. Они говорили, да, диванные генералы могут быть его и не любят, но мы боевые офицеры, мы знаем, кто он такой. И мы его уважаем. Один майор говорил, я хотел бы хотя бы один день в своей жизни, я мечтал бы прослужить под его командованием. Это боевые офицеры, понимаете? В русской армии таких офицеров, воинов, настоящих мужчин, их было. И они были, и немало, они встречались. Я тоже таких встречал. И их отношение к ним, когда он погиб, для чеченцев такое очень важное значение имеет захоронение человека. Его труп не выдавали. Кадыров Ахмад Хаджи, он приложил колоссальные усилия, чтобы вернуть его труп. Это правда. Он обо всем договорился. И когда уже выносили его труп, военный прокурор Фридинский позвонил и отменил. Его труп не выдали. И Кадыров, Ахмад Хаджи, относился к нему с глубоким уважением до самой своей смерти. Потому что даже он понимал, кто Гилаев. Вот в чем его отличие, скажем, война, она такая вещь, которая обнажает все, хорошее и плохое. И людей абсолютно черных или абсолютно белых не бывает. Война еще и очень сильно разжигает амбиции. Очень сильное, реально очень сильное мужество нужно для того, чтобы противостоять своим личным амбициям. У него это мужество было. У многих из сторонников независимости этого мужества не хватило. Они пошли в политику, они начали драться за власть, за президентство, за вице-президентство, за министерские кресла. Они начали друг друга хаять по прямом эфире. А у него хватило этого мужества. Хотя его популярность, она совершенно другого уровня была. И в то же время о нем очень часто распускались такие и слухи клеветнические. Очень неординарно и совершенно. Он спрашивал, если вы говорите, чеченцы, террористы, вот я чеченец, скажите мне, где я совершил теракт, кого я украл? Что мы похищаем людей. Ну, я чеченец, кого я украл? Приведите мне один факт. Он родился в селе Комсомольское. Я тут для того, чтобы понять, как бы, ну, я же не был в Чечне, посмотрел на Google Maps, там есть камера, вид этого села. Камера поставлена так, что она крутится вокруг вновь созданной православной церкви. Там стоит маленькая церквушка с крестом. И видно, что это полностью новое село, потому что оно, ну, я знаю, что оно было разрушено во время операции ФСБшной совместно с армейскими. Ну, когда это была защита села Комсомольского, когда погибло почти 2000 чеченцев, там, бойцов, да, и я знаю, что там бомбили этими гигантскими бомбами, полутонными. То есть это была сровненная с землей территория, поэтому понять, как это село выглядело до этого, невозможно. Расскажите просто, вот,
об этом месте, да, потому что название такое комсомольское, советское, да, с другой стороны, это ведь недалеко от Грозного, насколько я понял. Комсомольское – это село, которое было основано в 1957 году, когда чеченцы возвращались из депортации, многим горцам не разрешали вернуться в горы, селили на равнины. Он родом из нашего села, из горного села Гухой. Он прямой потомок такого известного XIX века героя Губаша, который воевал который был убит имамом Шамилем. Имам Шамиль в тот день сжег это наше село, практически все, и все башни, почти все башни разрушил. Он вел войну, как и русские, с нашими башнями, духовными центрами. Имам Шамиль, когда он был силен, если какое-нибудь общество не присоединялось к нему, он разрушал башни в первую очередь. Он считал это духовными центрами. Потом пришли русские, они тоже начали уничтожать эти башни, эти духовные центры, могилы. Они были в этом плане удивительно согласованы. И некоторые все-таки горцы, они такие упрямые люди, некоторые вернулись, а некоторые остались там, в Комсомольском. Там не только гукоевцы, но и биноевцы, и чантинцы, и хилдерхероевцы, там много вот. Оно было основано там. Там раньше до этого стоял хутор, который назывался Саади-хутор, Саади-котор. Потом русские назвали его Комсомольское, поскольку оно было после возвращения, а после объявления суверенитета переименовали это село Гойчу, река Гой, которая идет по этой реке. И там он жил, и вот наше село, где я родился, это был как бы духовным центром всех гукоевцев. И там он вырос. Это в 40 километрах, по-моему, от Грозного. Такое равнинное, очень крупное село с хорошей школой. То есть реально просто невозможно в советской системе учиться 3 класса и прекратить учебу. Это было просто невозможно, нереально было. Тем более в таком селе, это еще понятно, если бы 20 домов где-то в горах. И оно лежит в долине реки Гой, такое небольшое ущелье. Оно было очень хорошее, крупное, типичное чеченское село, очень трудолюбивое. Я часто бывал в этом селе до войны, поскольку у меня много там друзей жило, и очень гостеприимные, очень хорошие, порядочные люди в этом селе были. Любой дом можно было там оттуда очень много таких ребят вышло на войну и погибло. И оно буквально вот ни одного жилья в этом селе не было после войны. Вообще ничего. После 2000 года. Гилаев, он никогда никуда не вывозил свою семью. Его старая мать, жена, сестры, все были вместе с ним. Истощенных, обессилевших бойцов под Комсомольском его старая мать подбадривала. Ребята, потерпите немного, я вас так вкусно накормлю, я приготовлю вам горячие блюда. И бойцы, которые выжили, рассказывают и плачут по сегодня. Сколько в ней было мужества. Как мог быть ее сын немужественным, если бы этой женщине, я знал эту его мать, она очень рано потеряла мужа, она воспитывала этих детей одна, много и тяжело работала. Типичная
чеченская женщина, очень мудрая по-своему, очень воспитанная. У нее такой, я даже не знаю, какой-то аристократический чеченский этикет у нее был. Такого сейчас и не встретишь. Знаете, Микаил, мы вчера специально смотрели ряд программ про Гилаева. Они все оказались пропагандистские, все, что касается вот именно фильма. Мы думали как-то посмотреть, что это за портрет человеческий. Но это, конечно, невыносимо смотреть, потому что очень грубо, очень такая подделка. И вот только наговаривают, вот, что он там убийца, да, вот у него такие руки, такие кисти, это означает, что он вот прирожденный убийца, ему хотелось убивать. Очень примитивно, такие подделки. А потом мы включили просто хронику, когда уже вот на фоне абсолютно разбомбленного города, да, Грозного, там просто ребята собираются, и вот он в машине сидит, и вокруг просто вот собираются ребята, такие все, ну, чудесные. И ты понимаешь, что там не надо никаких слов, никакой пропаганды. Ты видишь кадры, ты видишь лица, и тебе все становится ясно. Там ничего не надо говорить, доказывать. Вот абсолютно сердце поворачивается на его сторону. Такое лицо, такие, и ребята такие, и там женщины чеченские. И как-то они даже, несмотря на всю эту трагедию, они как-то так вот любят друг друга, да, такие близкие все, и смеются, и как-то это... И ты видишь атмосферу, и ты все понимаешь, тебе не надо никакой пропаганды. Я что хочу сказать, что они никак не могут вот добиться этого эффекта, когда они будут убедительными. Они что делают? Они какое-то время после вот нулевых, когда они стращали чеченцами, да, и делали такие вот документальные фильмы, и художественные, и сериалы, потом они как-то перестали, вообще чеченцев оставили в покое, и вдруг, несколько дней назад, мы за этим очень следим, что делает российская пропаганда, какие сериалы снимает. Опа, значит, новый фильм, называется, как он там, «Горячая точка». Мы первый не видели сериал, а вот второй, там, «Горячая точка 2». И сразу видно русский такой мальчик, добрый молодец, который, естественно, отслужил в Чечне. Первый был призыв, второй контрактник. Ну, неважно, там, конечно, фигурируют чеченцы. Коварные, красивые, которые притворяются такими интеллигентными, такие вот слабенькие в очках, а потом, когда он снимает очки, оказывается, что его зовут Мовсар, он, понятно, что образ Бараева, и они хотят взорвать, они ищут, значит, эти химикаты с завода, подкупают, вот они сейчас будут взрывать Воронеж, именно Воронеж. И мы это все смотрим, ну, конечно, и смех, и грех. Ну вот пусть они что хотят делают, какое угодно там придумывают эти ходы, ну у них нет сил, нет средств сделать чеченцев, и особенно, да, вот героев сопротивления, ну я на их стороне всем сердцем, уже со мной ничего не могут сделать. И я буду, вот сколько мне дал, отпущено, я буду рассказывать, что вот это настоящие герои, а не несчастные эти жалкие пропагандисты. По поводу их этих сериалов, фильмов, где бравые русские там колоннами, толпами клали чеченцев, как-то очень остроумно и так очень четко к свое время, на месте, к месту и ко времени сказал тот же Ахмад Хаджи Кадыров. Если у вас в фильмах трое спецназовцев, короче, кладут в каждом бою по роте чеченцев, так что же столько лет делаете в Чечне, он сказал, если вы такие воины. Это киношный образ, а то, что если враг тебя считает плохим, это в принципе нормально, так и должно быть. Он не может считать меня хорошим, а себя плохим. Он противник. Это его работа, это его хлеб. Когда они меня пытали, например, в Ханкале, я относился к ним так же философски. Это их работа, я их врага. Чего бы им со мной цаткаться? Это помогало мне, в принципе, не сойти с ума, но это такая... Нам, конечно, хотелось бы, люди... Мы знаем, что те, кто нас знают лично, они знают, кто мы такие.
А то, что образ создают, они же 50 лет создавали образ страшного, непонятного немца. Немцы, ну да, был период нацизма. Так у них это был только короткий период. Так в России он длится несколько сот лет. Тот же самый период имперства или нацизма, как хотите назовите. Так что, в принципе, все нормально. Они и должны рисовать нас такими злодеями. Нужна какая-то идея России. Нужен какой-то враг. А кто сегодня враг? Разумеется, надо воскресить образ чеченцев. Остальные враги как-то приелись, как-то не очень подходят под эту категорию врагов, потому что не очень чеченцы слишком упорно и слишком долго дрались за свою свободу. Так что это самый подходящий материал для них. Я хочу вернуться в 92 год, когда Гилаев первый раз был на войне. И эта война была очень странная. О ней очень много разных мнений. И это необходимо прояснить для людей его позицию. Потому что, с одной стороны, там был всеми избранный президент Грузии Звягель Гапсакурдия, который был изгнан уже, и который ушел в Панкийское ущелье и стоял вместе с абхазским сопротивлением, чтобы вернуть законность в Грузию. Гапсакурдия, как человек умный и великий человек, на самом деле, который освободил Грузию, да, и дал ей свободу, не начинал войну с Абхазией, потому что понимал, что это губительно. Он пытался сделать все, что можно для того, чтобы Абхазия осталась внутри Грузии на условиях максимальной конфедеративной автономии. И даже, это известно, сейчас мы не будем это обсуждать. С другой стороны, было бандиты, реальные бандиты, там, мехадрионовцы, Шеварднадзе, ельцинская ФСБ. Давай назовем бандитов Кетовани и Усиля, Джаба и Усиляне. Да, Джаба и Усиляне, Кетовани, естественно. И путинская ФСБ, и Шеварднадзе, человек по уши, то есть просто и есть ФСБ на самом деле. Это не секрет. И вот эти люди начинают войну, они идут в Абхазию с целью захватить абхазские земли. Не договориться с абхазами, жить мирно, а захватить эти земли. И вот в этот момент Конфедерация горских народов идет на помощь абхазам. И сейчас пытаются очень многие националистические движения сказать, что вот эти люди, они пошли ведь вместе с Россией, да, нападать на Грузию. А на самом деле, насколько я понимаю, ситуация была совсем другая. Вот расскажите всю эту коллизию, потому что иначе людей, большая каша в голове, потому что опять пропаганда устроила все так, что вроде бы, с одной стороны, Грузия хотела освободить территорию Абхазии, вернуть ее себе, а чеченцы воевали против грузин, значит, они вместе с русскими. Но это полное опять вранье, это все не так, это все намного сложнее, и очень интересно, и как Гилаев там оказался, и вообще об этой истории, чтобы у нас эта картина стала более-менее ясной. Дело в том, что проблема Абхазии и Грузии, она не в 92-м родилась. После революции стал вопрос о конфликте между Грузией и Абхазией. Абхазией владели князья. У них было много свободной земли. Коммунисты не признавали частную землю. И чеченские большевики ездили туда на переговоры с абхазскими князьями. И они говорили: да, проблем нет, нам эта земля не нужна. Но у нас очень мало абхазцев, мы боимся культурной ассимиляции. Отдать эти земли просто так. Если на эти земли придут
черкесы, то есть родственные народы, мы с удовольствием отдадим эти земли. Это князья говорили. То есть там абхазы, у них всегда стоял этот вопрос, страх культурной ассимиляции. То, что происходило в 1992 году, дело в том, что абхазы не хотели воевать с Грузией изначально. Там не было такого вопроса, там были очень серьезные провокации. Очень много агентов влияния работало, подбадривая их начать эту войну. А когда она началась, эта конфедерация дорского народа, она сказала, мы едины, Кавказ един, это, короче, как бы шанс объединения кавказцев. И туда поехали добровольцы. Но когда Гилаев понял, что абхазскую сторону напрямую поддерживает Россия, то есть российский спецназ воюет, он вернулся оттуда. Это стопроцентная правда, потому что он сказал, я не хотел воевать за тех, кого поддерживает Россия. Шамиль остался, он вернулся оттуда и больше там уже не воевал. И уже в 2000 году сам факт того, что Грузия его приняла, говорит о том, что все разногласия были закрыты по этому вопросу. Поэтому, конечно, в любом конфликте на Кавказе Россия участвует в меру своих возможностей. Агенты, ФСБшники и прочие, тот же Мхедриони, потому что, по-моему, в Грузии единственная организация, которая хотела войну с Абхазией, были они. Они не признавали никакой суверенитет, никакой автономии, Грузия едина. Это абсолютно непродуктивное, неконструктивное предложение, потому что это крошечный народ, абхазы, они боялись за свою ассимиляцию, они хотели какое-то вот свое, что-то национальное, и не собирались воевать с Грузией. Война была спровоцирована извне, это мое вот понимание того, той информации, которую я знаю. То есть я разговаривал со многими участниками этих войн с обеих сторон, и с рядовыми, и с офицерами. Поэтому так и получилось, что как бы извне провоцируется война, и в том числе та же Южная Осетия тоже была спровоцирована извне. Там это тоже грузины по сути своей, по национальному менталитету не агрессивный народ. Они мужественны, у них есть и мужество, и мудрость, но они не агрессивный народ, они не захватывали чужих земель в своей истории никогда. Как не захватывали их и абхазы, и осетины. На Кавказе люди готовы были жить на вершине какой-нибудь ледяной горы, на клочке земли и довольствоваться этим, и не захватывать у соседей никаких земель. Мы так привыкли жить тысячелетиями, с уважением друг к другу. Поэтому этот вопрос, я там за русских или за Россию, за свободную Грузию, это все никакого смысла не имеет. Это была война, спровоцирована извне. И он принимал участие там ровно до тех пор, пока не понял, кто кого поддерживает. Когда российский спецназ напрямую пришел и начал воевать с грузинами, он сказал, нет, это не наша война. Ну можно ведь сказать так, что вот я вот ставлю себя в ту ситуацию, я вижу, что Гамсахурдия великий человек, который свергнут, совершенно ясно, что свергнут ФСБшниками, но, естественно, вот душа вся идет на помощь к нему. Я себе вижу эту картину так, что поскольку он был воином, да, и таким честным человеком, он просто за правду, он пошел туда, потому что это правда, потому что Гамсахурдия в тот момент была правда.
Да. А что он должен был? Ну, он мог не пойти на эту войну. Ну, вот вы говорите, он вернулся, когда понял, что там ФСБ уже влезло во все места. Ну, так оно и есть, конечно, это все провокация. Он вернулся в 93 году в Грозный, и он возглавил охрану Джохара Дудаева, да? Это был такой абхазский... Нет? Охрану. Он создал бригаду спецназа «Борз». Борз. Это не охрана Дудаева была, это был обычный батальон спецназа или бригада спецназа. Он чисто военными делами занимался, он не был в охране Дудаева никогда. Борз – это волк, да? Да. А Гамсахурдия – это, по-моему, грузины очень еще многие века будут чувствовать свою вину перед его памятью. Это самый недооцененный президент Грузии. А я после Гамсахурдии ставлю Саакашвили. Потому что это такие люди, которые перед памятью, которые грузины будут чувствовать свой стыд еще много веков. Так и мы будем чувствовать перед Джохаром.